Выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта. В городе Канаше организовали 27 территориальных избирательных комиссий. Глава администрации Виталий Михайлов проголосовал на участке, расположенном в автошколе в районе поселка. Глава Андрей Константинов с семьей сделал свой выбор в Доме детского творчества за стабильное будущее нашей страны. Помимо вышеуказанных, мы посетили участки 9, 7 и 3 школ. Явка избирателей на утро была высока. Избирательный участок у нас 614. 8 часов мы открылись. Население этого участка, хочу сказать, избиратели очень активны. В избирательный, список у нас вошло 1456 избирателей. И вот сегодня, сейчас 10 часов 30 минут, проголосовало почти 27%. Я думаю, что мы сегодня постараемся перебороть барьер, 50 барьер, и процентов 60-70 хотим сделать. Уже в понедельник стали известны предварительные итоги. Избирательный участок номер 614 вышел с результатом явки 70%. 601 участок расположился в 3 школе. На нашем избирательном участке 1666 избирателей и более 800 избирателей уже пришли. Но это самое активное время. Я надеюсь, что процент явки будет еще расти, потому что нам работать целых 8 часов. Не могу прогнозировать, но из опыта своей работы могу сказать, что это будет более 70%. Избиратели сделают свой выбор. В итоге 68,52% избирателей сделали свой главный выбор. Ну, естественно, я сам тоже проголосовал, потому что я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор. Явка избирателей Канашской студии телевидения оказалась стопроцентной. Свой гражданский долг выполнил и руководитель Канашской студии телевидения Владимир Тимофеев. Он вместе с супругой голосовал в городе Чебоксары. И взрослые, и дети радовали своими творческими номерами. Всего на выборы пришли 33 273 избирателя. Это 66,76%. Горожане доверились действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. И 75% голосов отдали именно ему. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Павел Павлов, город Канаш. В Канашском районе работало более 70 избирательных участков. По данным территориальной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 22 324 человека, что составило более 92% от общего числа избирателей. Глава администрации района Владимир Степанов вместе с супругой Еленой Павловной проголосовали на избирательном участке номер 2717, расположенном в ФСК «Импульс» в села Шахазаны. Сегодня знаменательный день для нашей страны, также для нашего района. Мы сделали сегодня свой выбор, мы выбираем наше будущее, будущее наших детей. Поэтому призываю всех выполнить свой гражданский долг. Как отмечает председатель данного участка Любовь Егорова, население активно принимает участие в выборах президента страны. Скажем, к 9 часам 30 минутам уже проголосовало более 23% населения Шахазан. На данном участке впервые голосующих 13 человек, среди них и Виталий Иванов. Он пришел выполнить свой гражданский долг вместе с матерью. Блокнот и значок стали памятными подарками. Это не безразлично выбирать президента у нас в России. К этому подошел я. Стоит отметить, что голосования сопровождались концертами. К 20 часам по московскому времени все желающие отдали голоса за понравившегося кандидата. Как мы уже отметили, явка в Канашском районе составила более 92%. По району с большим перевесом, набрав более 82% голосов, в лидера вывелся Владимир Путин. Ирина Константинова, Павел Павлов, Канашский район. Thank you.